Забудьте о ключах с компанией номер 1 на рынке умных замков techlock.kz. Третий бой крайне важный для команд. Еркебулан, Сисимбаев, Магомед Бартиханов в клетке в синих шортах. Бартиханов. Да, в красных шортах Еркебулан. О, какая хорошая двоечка от Магомеда, прям жесткая. Как он взорвал, сократил дистанцию и все донес до цели. Да, ребята не ударились кулаками до боя, но ударились кулаками во время боя. Пока очень медлительно выглядит Сисимбаев на фоне соперника. Успевает Бартиханов поработать и по ближней ноге. Ну, опять же, лоу в исполнении него. Да, и хоть Еркебулан забирает центр, но пока не очень понятно, как вот сейчас будет в этой снайперской дуэли происходить расчет их кулаков. Ну вот хотя бы хорошее попадание от Еркебулана. Да, хороший джеб. Такой тычок скорее с передней руки. Он на самом деле превосходит антропометрически своего соперника. Но я говорю, как будто бы чуть замедлен на фоне Бартиханова. О, навстречу. Да, видимо, свою дистанцию он подбирал, потому что его дистанция это дальняя. Вот. А, наверное, для Магомеда все-таки нужна дистанция средняя. А может, тогда не нужно давать времени сейчас своему сопернику. Бартиханов забрал старт. Первая минута точно уходит в его актив, но при этом этот раунд будет длиться 5 минут. Да, и вот была попытка от Магомеда повторить свой успех с двоечкой. Ну, 2 удара пролетели мимо, хотя, наверное, эпизод, можно сказать, что он забрал. Хороший лоу. Оу! Тоже двойка после финта. Показал попытку прохода в ноги. И такой был оверхенд длиннющий. И потом после него еще добивочка джебом. Бартиханов, как я понимаю, не борец. Или просто-напросто дает возможность Сисимбаеву поработать. И сам, видимо, в стойке готов только. Он тебя это какое-то слышал, заклинание. Это заход, да, проход в одну ногу. И... Ох, ой, Сисимбаев. хороший такой был финт. Он затягивает, хотя вот сейчас может Еркебулан забрать спину. Хорошо контролирует ногу, но да, нет, вот выход. Сайд-контрол в конце концов, да? Или как-то Да, попытка была ногу. на Кимуру выхода, но не удалась она успехом, хотя держит он захват на Кимуре. Да, и все так же. Отсюда может попробовать и свипануть, может попробовать и прием провести. И вот Магомед немножко накидывает удары, но такие просто удары для виду. Не пойдут они, я думаю, в зачет. Прячет руку. И вот знаешь, когда такие длинные рычаги, как у Еркебулана. Ой, О, вот есть, она, есть, вот она, есть, ой. есть. Как плечо-то... Как плечо жестко. Нет. На самом деле выкрутился, но все равно могло привести это к какой-то микротравме, потому что резко этот момент произошел и достаточно уверенно. Сейчас пересаживается в маунт Магомед, что для Еркебулана совсем нехорошо. Растягивает ноги соперника. И вот первый локоть за это гран-при, наверное, пошел. Все это в углу происходит, кстати говоря, мангостауского спортсмена. Он прижимает к себе. Да, и вот оттуда пытается сделать Иезекиль. Получится ли у него повторить успех Алексея Олейника? Но это непростой прием, нужно его прям знать, как делать. Ну, просто блокирует, да, удары, не дает по себе особо сильно бить и, видимо, выжидает что-то. Разворачивает Бартиханов. Все для того, чтобы нанести свой локоть. И вновь прижимает Сисимбаев. Да, Магомед неплохо контролирует, хотя вот только я это сказал. И пропускает он гард, улучшает свою позицию Еркебулан. Теперь защищаться им будет немножко попроще. Ой, слушай, отличный свип, вау. И свип еще и выход на что? Ну вот, кстати, Иезекиль. Уже в исполнении Бартиханова. Да, ну такая необычная, вау, защита. Сбрасывает, такого я не видел. И удар, да. Походу травма. И теперь сверху, да. Что случилось с Магомедом? Вот он как-то безвольно отпустил руку. Видимо, получил он травму во время слэма. Правой рукой такое ощущение, будто он показывает. Да, слушай, как будто рука сломалась. Но отсюда нужно заканчивать про Сисимбаеву. А Сисимбаев что? Может быть, я, конечно, драматизирую, но мне показалось, что в этот момент что-то с рукой случилось. Ну, слишком пассивен Бартиханов, поэтому можно так предположить. Да, вот рука как будто, смотри, захват не держит. Видимо, все. Да. Именно правая причем. Да, пытается... Нет, левая рука, наоборот, он пытается ее как-то вправить, что ли? Левая рука. Вот, которую сейчас контролирует. Контролирует и держит Сисимбаев. Да, вот какая-то...
видимо, что-то с рукой случилось. Локоть, ну, Слушай, ему прям, по-моему, говорят. Пассивная защита от Магомеда. Пытается он защищаться, но... вяжи его, говорят тренеры. 10 секунд. Мы точно посмотрим сейчас. Ну, первый раунд закончится, но вот что будет в углу, мне интересно, потому что кажется мне, что-то случилось с рукой. Вот, смотри, рука. Может быть, я придумываю. Сейчас мы увидим. Ну, нет, он очень быстро отправляет в свой угол. Теория, которая не нашла своего подтверждения. Второй раунд нас все-таки ждет, и это впервые в рамках сегодняшнего Гран-при. И еще одно мое предсказание сбылось. Что такое, я сам не понимаю. Показывают лучшие моменты. Но вот мне хочется посмотреть повтор с вот этим вот слэмом. Как раз супер необычная защита от Иезекииля. Причем изначально сам пытался, да, Сисимбаев? Да, такой провести. редкий прием. Это, по-моему, самый редкий прием в UFC. Его пытались двое бойцов сделать в одном раунде. Ну, хотя вот да, сейчас показывают Магомеда, и не похоже его лицо на человека, у которого сломана рука. Но выглядело так. Ну, мы только что наблюдали самые интересные моменты первого раунда, третьего боя Гран-при. А вот самые интересные возможности для вас открываются на собственной платформе от Найза ТВ. Опять же, сайта найза.тв. Да, знаешь, смотрю Найза ТВ, пью Найза Water и чувствую себя счастливым человеком. Ну что, начинается второй раунд. И он обещает быть интересным, потому что первый мне понравился. Бой всегда начинается в стойке. И вот опять, знаешь, Еркебулан, он на джебе держит своего соперника Магомеда. А Магомед, я думаю, что прям ждет какой-то интересной реализации своих ударных комбинаций. Комбинаций против классического джеба. Вновь лоу. От Бартиханова. Какой потом удар! И проход в ноги. Проход в ноги, проход в корпус. Но хорошо защищается Спрол от Сисимбаева. Но Ну а дальше все получается равно. у Магомеда перевести. Магомед сверху и сразу же пересаживается в маунт. Слушай, не знаю, что ему сказал Муслим Магомедов сейчас в углу, но парень вышел побеждать в этом раунде. Хотя, наверное, первый, мы, кстати, про это не сказали, я думаю, ушел Еркебулану. Таким образом, Сисимбаев просто прижимает к себе соперника. Да? Это не попытка выйти на какой-то прием. И в прошлый раз у него получилось хорошо свипануть. Выпала капа у Сисимбаева. Бой продолжается. Бартиханов сверху. Ну, пока что больше контроля и таких маленьких тычков. Чего-то серьезного мы не видим. Надо переворачивать. Говорят тренеры. Не удается теперь уже Сисимбаеву. Хороший контроль Бартиханова. Ну, вяжет, да, вяжет достаточно жестко. И вот как будто опять пытался на что-то он интересное выйти. Пока что выжидает момента, потому что здесь для свипа этот момент нужен. А Бартиханов посматривает вопрошающе на свой угол. И те говорят ему работай локтями. Да, Вновь кстати, прижимает Сисимбаев. наверное, если говорить про молодых бойцов, то, чего им не хватает всегда, это работы локтями, потому что о них реально забываешь в бою. Их очень сложно отработать в спаррингах, потому что, ну, локти — это штука травмирующая, травмоопасная, и вспоминать о них в бою вот без боевого опыта сложно. Хотя, вот, блин, два таких плотных, тяжелых локтя. И сейчас выход на треугольник руками. Да, на ручной треугольник в исполнении Бартиханова. Хороший заход. Я не... Меняет позицию, и, как кажется, это уже должно быть. Да, кричал ему угол наоборот, заходи в другую сторону, видимо. И он прислушался к своему углу, хотя вот распустил захват, и в итоге треугольника руками мы не увидим сегодня. Ну, по крайней мере, сейчас. Ну, что в стойке Сисимбаев выглядит чуть медлительным, так и будучи снизу также. Да, ждет своего момента, и причем вот каждый раз, как пытается Магомед его взять на ручной треугольник, он сразу же выставляет руку для защиты. Видимо, вот отрабатывали они это в зале, но нужен от него свип, если он хочет этот раунд забрать, потому что, ну, лежать внизу и получать удары, так, наверное, победить не получится. Ну, в этом раунде точно. Но при этом терпеть еще 2 минуты, друзья, даже если все дойдет до решающего. Есть ощущение, что вот он этап. сейчас, может быть, силы закончились, не понимает, что делать для того, чтобы вылезти. Он предпринял 2 попытки, и обе завершились неудачно. И теперь, Ой, да, локти да, от тяжелые Бартиханова. локти. Вот даже вот сейчас не пытается он как-то вынуть ноги в баттерфляй гард попробовать или взять хаф-гард. Ну, как-то вытягивает ногой, но вторая нога не... На удушение выходит. Да, все, Бартиханов. Слушай, необычный прием.
Он такой больше болевой, чем удушающий на самом деле. А ты видел, как он остановился, посмотрел на Сисимбаева, тот даже не обратил внимания. И вот, они продолжают выяснять отношения уже после боя. Бартиханов и Сисимбаев. Да, вторая победа у команды. Посмотри, посмотри. Что происходит? По-моему, они хотят закончить разборку. Да, у них тоже был, кстати, стердаун такой горячий. Вот, видимо, они хотели сейчас закончить разборку и провести второй бой. Но Гран-при, оно все-таки подразумевает один бой за вечер. Хоть и в команде 5 человек. Ребятам, наверное, если хотят подраться, нужно сделать реванш. Возможно, даже в Лиге Найза, но не сегодня. Я буду отвечать сегодня за математику. 11 баллов у команды Орлан ММА Pro Team из города Костанай. И 6 баллов у команды Мангистау. Все шансы имеются для того, чтобы сравняться, может быть, даже выйти вперед у мангостаутцев. Уже в следующем поединке, кстати говоря, в 4-м в рамках нашего сегодняшнего Гран-при. Господа. И вновь мы видим лучшие моменты этого боя. Да, итак, у нас сегодня 2 приема. Одно TKO. Вечер обещает быть интересным. Стоит поблагодарить ребят, молодых парней. Да, и когда мы говорим молодые, мы имеем в виду не возраст, а все-таки, наверное, бойцовскую молодость, потому что ребята все начинающие спортсмены, никогда не поздно прийти в ММА, никогда не поздно заняться ММА. Сегодня, кстати, небольшой спойлер, гостем будет Марат Балаев. 13 seconds of round number 2. Winner by submission. Fighter of the blue corner, Magomed Bartikhanov. Ну, не знаю, неправильно это мне кажется. Магомед, ты уже победил. Наверное, не стоило делать разборки после победы.